Сегодня в Ингушетии прошла торжественная церемония открытия международного кинофестиваля «Золотая башня». В конкурсную программу включены фильмы с Первой мировой и столетия дикой дивизии. Здесь же состоится и премьерный показ ленты Никиты Михалкова «Солнечный удар». Все подробности у Заримы Ивлоевой. В рамках фестиваля в показы включены фильмы из 8 стран мира – России, Азербайджана, Ирана, Германии, Китая, Белоруссии, Вьетнама и Финляндии. Наш регион предложил фильмы «Забытые герои Бреста» Суланбека Мамилова, «Ингушетия. Страна башен и легенд» режиссера Магомеда Амирханова и документальный фильм Лолиты Хашиевой под названием «Кавказский рыцарь». Кинопоказы будут проходить по 3 сеанса в день в домах культуры Назрани и Нестеровской, а также в кинотеатре «Дружба». Я хотел бы, чтобы этот фестиваль превратился с нашей помощью и с вашей, может быть, в какой-то степени, в это соревнование кинематографистов, которые на каждом фестивале приезжают соревноваться. Это очень важно, понимаете? И так потихоньку вы будете обрастать интересными режиссерами, сценаристами, актерами. Представитель Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев всех сюрпризов фестиваля открывать не стал. Известно, что в фильмах будет отражена тематика, посвященная столетию Первой мировой войны и дикой дивизии. В конкурсную часть фестиваля включен и премьерный показ фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар». Специальный приз фестиваля тоже заслуживает внимания. Это «Золотая башня», изготовленная по заказу на оружейной фабрике «Златоуст». Значит, в конкурсе 4 приза. Приз за лучший документальный фильм об Ингушетии, приз за лучшую операторскую работу, приз за лучшую женскую роль, приз за лучшую мужскую роль и гран-при фестиваля, главный приз фестиваля, который будет жюри определит лучшим фильм из этой конкурсной программы. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в просмотре кинолент в рамках фестиваля до 25 октября. Зарима Ивлоева, Муса Хамхоев, Новости 24.